Сейчас я нахожусь неподалеку от деревни Маевка, что в Зеленодольском районе. И, как говорят местные жители, вот уже неделю их накрывает облако смрада. Причина — эти многочисленные кучи навоза. Здесь находиться просто невозможно. Вот даже сколько, вторые сутки идет, да, казалось бы, примерзло, ночью 15, но дышать здесь невозможно. Эту свалку жители нашли, что называется, по запаху. По их словам, поселок за последние 7 дней превратился в долину птичьего помета. Эти отходы, они преют постоянно, издают вот этот зловоние запах. Вы сами, наверное, это чувствуете, да. А вы представляете, что будет весной, когда будет припекать солнышко? Это же все. А потом неизвестно, что еще за дрянь здесь может завестись. Куча помета, по словам жителей, сюда ежедневно свозят местная птицефабрика. Эти кадры с КАМАЗом, который ехал выгружать очередную партию, им удалось снять на мобильный телефон. Много кучи там, КамАЗа 100, наверное, если не больше. Есть и элементы тушек небольших таких, но кости видно все равно. Ну так же нельзя. Ну цинизм такой. Когда здесь КамАЗы ездят, а ночью здесь просто во всей деревне воняет, я представляю, что здесь будет летом. Ну, как-то, наверное, это уже из экологии беспокоишься. Как выяснилось, в 1,5 километрах от этого места находится природоохранная зона. Кроме того, жители обеспокоены, что весной с талыми водами нечистоты попадут в ближайшие водоемы. Угроза, конечно, заповеднику может быть гипотетическая. Это поступление потом с весенним размывом этих отходов по водотокам в приток реки Сапы, которая расположена в 1,5 километрах от этого места. И потом в дальнейшем уже на территорию заповедника по реке Сумка. Тут вот рядом такие водоемы хорошие, тут просто люди ходят и отдыхать, и рыбалка, да, рыбачит. Просто вот это все рядом вместе как-то все равно негативно скажется. Нам удалось связаться с руководителем этих сельхозугодий. Он сообщил, на полях выращивают зерновые, а навоз нужен для удобрения. Сейчас сюда вывезено около 2000 тонн помета. Планируют отгрузить еще 13 тысяч тонн. Атлас Гайнуддинов успокоил жителей. У нас как бы принципиально нет такого, чтобы население обидеть или, допустим, загрязнять. По нашим расчетам, если 15 тысяч тонн будет, нам на квадратный метр получается примерно 5 килограмм вот этого птичьего навоза. Тем более мы его будем буртовать и только осенью будем разбрасывать, а уже потом на 24 год вот яровые будем разбрасывать. Им надо это, допустим, куда-то девать, а у них Акбарская, у них свои поля далеко, а там у нас плечо, наверное, набирается примерно, 10, может, 9 километров. Поэтому, вот 3 КамАЗа, там один погрузчик, вот они в круговую уж ходят. Опасны ли эти отходы? Не могут ли они попасть в водоемы? Вопросы мы задали руководству районного управления сельского хозяйства. Состав – это птичий помет и опилки, и все. Но там могут быть и остатки животных. То, что там есть несколько штук, это ни о чем не говорит. Оно тоже так же сгниет. Она будет брутована. И там же, по правилам, будет еще и обвалывание земли. Для того, чтобы она никуда не вытекала. Как выяснилось, о проблеме жители Маевки осведомлены и в Россельхознадзоре. На место выезжали инспекторы ведомства. Это трехлетний перепревший навоз после биотермического обеззараживания. Там никаких болезнетворных вирусов нет, вся ситуация под контролем. И как нам сообщили в ведомстве, этот способ избавления от помета законен. Таким образом, жителям остается ждать наступления весны, когда проблему зароют в землю. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район.